Добрый вечер, 26 октября, 972-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Бахчисарайский оккупационный райсуд удовлетворил ходатайство Зейнура Якубова и перенес заседание на 1 ноября. Об этом сообщила его защитник Эминия Вамилева. Члена Меджлиса крымскотатарского народа судят за участие в собрании запрещенной организации. 8 членов Меджлиса оккупационный суд уже оштрафовал на сумму до 1000 рублей каждого. Сегодня состоялось рассмотрение административного протокола в Бахчисарайском районном суде. Суд удовлетворил все заявленные нами ходатайства, а именно ведение протокола судебного заседания в письменном виде, допрос в качестве свидетеля должностного лица, которое составляло протокол, а также удовлетворил ходатайство о праве использования лицом, в отношении которого составлен протокол, родного языка и предоставления ему переводчика, то есть крымско-татарского языка. Следующее судебное заседание состоится 1 ноября в 10:30 в Бахчисарайском районном суде. Верховный суд России утвердил приговор Станиславу Клыху и Николаю Карпюку. Заседание проходило в режиме видеосвязи. Подсудимые не видели зала суда. В мае этого года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, они якобы воевали в Чечне в 90-х, где убили и ранили несколько десятков российских солдат. В Москву на суд по делу Карпюка и Клыха приехала Надежда Савченко. Ее визит удивил адвоката Марка Фейгина и экс-политзаключенного Геннадия Афанасьева. Фейгин считает, что этот визит могут использовать в интересах российской пропаганды. Она действительно искренне хочет помочь Карпюку, Клыху и другим, так сказать, у нее сугубо личные мотивы, видимо. А вот те люди, которые ее используют, вот эти люди под неблаговидными предлогами пытаются решить свои проблемы. Я не исключаю, что к этому имеет отношение Медведчук. Сейчас уже раскрываются детали того, как она въехала. Ей помогал адвокат Новиков. По-видимому, так сказать, это отношения в этой тройке, значит, самой, видимо, Савченко, она должна была быть в курсе, Медведчука, Новикова. Они договаривались, в этом нет никакого сомнения. Этот вопрос решался наверху, потому что Савченко совсем необычный гость в России. И вы посмотрите, как пропаганда реагирует. Я вот смотрю, как российские пропагандистские каналы освещают ее визит. Чуть ли не торжество свободы. Смотрите, как у нас все. По словам самой Савченко, она откликнулась на просьбу адвоката Ильи Новикова к журналистам, дипломатам и політикам поддержать Станислава Клыха і Николая Карпюка. Навіть якщо це буде вважатися політичним самогубством, навіть якщо я не повернуся з Росії живою, я все одно їду підтримати Миколу Карпюка, Станислава Клиха і всіх наших хлопців, які знаходяться в полоні Росії і борються за Україну. Я закликаю всі ЗМІ, українські, в кого є акредитація, закордонні, порядні російські, висвітлювати цей процес безчинства російського суду над українцями. Я по собі знаю, як важливо, коли ти бачиш в залі українця, коли ти чуєш рідну мову, коли хтось закричить «Слава Україні», ти розумієш, за тебе борються, тебе не кидають і Україна переможе. Президент России Владимир Путин приехал в оккупированный Крым на форум Общероссийского народного фронта «Форум действий Крым». На нем обсудят энергетику, газоснабжение, развитие агропромышленного комплекса и других направлений экономики, в том числе туристического потенциала Крыма. Кроме этого, Путин вспомнил и о крымских татарах, и деньгах, которые Россия выделила на коренной народ. Однако, по словам Путина, этих денег хватит только на тех, кто сейчас живет в Крыму. Выделили на то, вот у нас есть вот эти средства, мы их выделяем на тех, кто здесь живет. Когда мы решим основные проблемы, тогда мы можем сказать, давайте пойдем, может быть, дальше. Но вот пока это вот эти средства на вас, на тех, кто здесь живет, понимаете? Вот это мы просто должны честно друг с другом разговаривать. В оккупированный Крым приехала очередная делегация из Германии, сообщает провластный телеканал аннексированного полуострова. Гости посетили Бахчисарай и Симферополь. Также возложили цветы к памятнику жертв депортации 1944 года. В составе делегации были представители немецкой партии «Левые». Эта политсила известна тем, что признает аннексию Крыма России и призывает прекратить антироссийские международные санкции. Мы видим, что народы Крыма живут в мире между собой.
по-другому бы это... Ну, это просто незаметно. Мы по всему острову ходим, мы общаемся, и просто это скрыть или утаить, это просто невозможно. Санкции в отношении Крыма и Российской Федерации мы считаем по отношению к референдуму несправедливыми, потому что совершенно непонятно, за что нас наказывают. Я думаю, что совместными усилиями мы не только прорвем информационную блокаду, но, наверное, все сделаем для того, чтобы как можно быстрее были сняты санкции с Российской Федерации, с Республики Крым, которые явно мешают развиваться нашим двум государствам – Германии и России. Голос крымчан древняя, мудрая Европа не хочет слышать благодаря или по причине ангажированности истеблишмента, то есть политической элиты Европы. Они бросили все, чтобы начать жизнь с нуля. Братья Журбаевы из Белогорского района Крыма не смогли жить в оккупации и поехали в Киев, где их никто не ждал. В столице им помогли волонтеры. Посетили в санатории, где они живут и сейчас. В Крыму у братьев была автомастерская, и когда встал вопрос, как заработать на жизнь, они открыли собственную мастерскую в Киеве. Их мастерская – это гараж в гаражном кооперативе на Выдубичах. Арсен и Мустафа Журабаевы снимают его, чтобы здесь ремонтировать машины. Это то, чем они занимались в Крыму. Наше новое место работы. В Киев братья приехали в марте 14-го. Не смогли жить на оккупированном полуострове. Это, наверное, вопросы морального плана. Я считал, что это неправильно. Будучи гражданином Украины и под тем предлогом, под которым Россия пришла в Крым, я считал, что я спокойно смотреть на это не смогу. А говорить об этом мне спокойно не дадут. Как бы атмосфера, в которой работаешь, тоже очень важна, на мой взгляд. И я, допустим, с плохим настроением работать, даже то, что делаю каждый день и хорошо делаю, делать не могу. Здесь получалось, что уже состояние было такое нерабочее. Инструменты, с которыми работали дома, пришлось продать за бесценок. В столицу привезли лишь небольшой чемоданчик с ключами. Тот инструмент, с которым мы приехали сюда. У нас больше здесь не было ничего. Поначалу клиентов было мало, рассказывают братья. Найти их гараж непросто даже по навигатору. Заработка едва хватало на аренду. Но сомнений в правильности принятого решения не было. Ну, конечно, была неизвестность того, как конкретно будет, я сказать не мог. Просто мог где-то надеяться или чего-то ожидать. Все было довольно-таки смутно. Как бы, с этой стороны. Ну, страха, конечно, не было такого, что в любом случае знал, что что-то да будет. И на кусок хлеба мы заработаем себе. В прошлом году Арсен выиграл грант на развитие своего дела. Купили электросварочный аппарат, пресс, обзавелись дорогим диагностическим оборудованием. С каждым разом все лучше и лучше, и клиенты добавляются. И клиент, приходя, еще с тобой, когда уходит в следующий раз, приносит еще 2-3 клиентов. Аннексию полуострова не пережил их отец. В 2014 году он умер от сердечного приступа. В Киев братья переехали с мамой. Говорить особо, в принципе, не пришлось. Поначалу сказали в качестве где-то, может быть, шутки, не шутки, что типа, мама, мы поедем. Когда все вот это началось, я тоже так, как нам будет? Что там будет, как будет? Она посидела, утром встает и говорит: все, собирайся. Куда, говорит, вы, туда и я, говорит, собирайся. Благодаря маме у братьев нет бытовых забот. В этой машине потекла вода в цилиндры. Братья признаются, все время они проводят в гараже. Иначе дела не будет. Времени нет даже на личную жизнь. Оба холостяки. Я думаю, все будет хорошо, если немножко обживемся. И какую-то дарочку себе. Да, с Богом заведем себе семью. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Ленара Усманова дала концерт-спектакль в честь 25-й годовщины эстрадной деятельности. Пела песни на украинском, русском и крымско-татарском языках. Среди зрителей была и наша корреспондентка Лидия Полянская.
Во время исполнения песен на экране показали фото и видео из семейного архива, рассказывая о творческом пути артистки. На концерте презентовали новую авторскую песню на украинском. Между песнями Ленара декламировала свои стихи о семье, любви и Крыме, а также станцевала хайтарму. Этот концерт – дипломная работа студентки режиссерского факультета Анастасии Байдериной, приуроченный ко дню рождения артистки и 25-летию творческой деятельности Ленары. Для творческого человека всегда приятно вспомнить эти этапы, на которых ты рос, творчески рос, и вот к чему-то приходишь. Очень красивый концерт. Удивила, честно, удивила. Я поражена, мне очень понравилось, красиво. Также в программу включили пантомиму и лазерное шоу. Артистка призналась, планирует тур по Украине с этим концертом-спектаклем. Лидия Полянская, Ильдар Исматов, Заман, АТР. На этом пока все. После «Заман» смотрите «Крымский вопрос». В студии Айдера Муждабаева Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Хорошего вечера. Будьте с нами.